Здравствуйте. Данное видео я решил назвать «Колеса украинской армии». И, в принципе, оно является продолжением серии роликов относительно давних про сотрудничество Беларуси и Украины в военной сфере. То есть формально, еще раз подчеркну, что Госвоенпром Беларуси заявляет о том, что Беларусь не поставляет в Украину военной техники. С другой стороны, это формально было заявление, и оно действительно имело место быть, потому что Беларусь в реальности не поставляла официально военную технику Украине. С другой стороны, говоря о военной технике, никто не упоминает о такой вещи, как комплектующие, химические соединения, запасные части и так далее и тому подобное. В частности, есть, например, одна очень интересная вещь и одна очень интересная тема, которая называется автомобильная техника. То есть формально это техника двойного назначения, которую можно использовать как угодно. Итак, что Республика Беларусь поставляет Украине? Республика Беларусь поставляет Украине, например, машинокомплекты автомобилей МАЗ, на которых собираются автомобили МАЗ-Богдан различных модификаций для нужд вооруженных сил Украины и собираются бронеавтомобили ВАЗ. И вот тут как раз таки интересная статистика за 2019 год. С одной стороны, это можно упрекнуть несколько украинскую сторону, с другой стороны, за то, что данные прошли, с другой стороны, как говорится, данные есть. Итак, есть отчет Вооруженных сил Украины о том, что в общем на нужды Вооруженных сил Украины в 2019 году было закуплено 806 единиц автомобильной техники. То есть это грузовые автомобили, это санитарные автомобили, это автомобили, бронеавтомобили, та же самая Варта, Казак-2 и так далее и тому подобное. Но и на этом можно было бы остановиться, если бы не одно «но». А это «но» называется особенности закупок, либо же структура рынка. Итак, Республика Беларусь, когда выходила на украинский рынок, и 2 года назад я писал в своих текстах о том, что Беларусь будет стараться зацепиться за украинский военный заказ. А в конце 2019 года пришел пресс-релиз украинского производителя автотехники КРАС о том, где они жаловались, что, мол, корпорация «Богдан» вытеснила их из рынка закупок автомобильной техники, именно грузовых автомобилей для вооруженных сил Украины. И среди прочего, например, КРАС опубликовал данные по закупкам. То есть за 2019 год МАЗ-Богдан продал автомобиль, именно МАЗ-Богдан, то есть формально Богдан, 550 штук на нужды вооруженных сил Украины. Еще раз, это без учета Национальной гвардии, это без учета других силовых структур. Это именно вооруженные силы Украины. Еще от 40 до 50 автомобилей, тут точно статистики нету, и я не буду, даже если она у меня попадется на руки, я не буду о ней говорить. Это бронеавтомобили Варты, которые вначале активно поставлялись на нужды ВСУ, но в конце 2019 года в тендерах начал побеждать, скажем так, другой производитель, начал побеждать машина Казак-2, которая стоит несколько дороже, но там разные модификации. Хорошая она или плохая, я обсуждать не буду. Но как бы там ни было, получается, что из 806 автомобилей, которые поступили в 2019 году на нужды вооруженных сил Украины, от 690 до 700 имеют белорусские корни. Формально Республика Беларусь, естественно, не продает вооружение и технику Украине. Формально Республика Беларусь продает всего лишь машинокомплекты МАЗ, из которых уже украинские компании делают либо броневики, либо грузовые автомобили для нужд вооруженных сил Украины. Причем делают неплохие, надо отметить. Потому что для Беларуси этот рынок является премиальным. И почему он премиальный, сейчас немножко, чуть попозже объясню. Но учитывая отношения с украинским заказчиком, то есть белорусская сторона старается пойти навстречу. Например, были проблемы по продукции Ярославского моторного завода, то есть это моторы ЯМЗ, которые шли на нужды ВСУ, но для части техники они использовались. Это российский производитель, и, соответственно, Беларуси очень часто это предъявляли в качестве недостатка либо вины то, что, например, МАЗ поставлялся на моторах ЯМЗ. Что произошло далее? Далее произошла интересная вещь. В конце 2018 года в Республику Беларусь и в Украину приехала делегация китайской корпорации Weichai Power, которая выбирала место, где построить заводик по производству двигателей внутреннего сгорания, в том числе для автомобильной техники.
Но так случилось, что китайцы выбрали Беларусь, то есть выбрали Великий Камень, где было создано совместное предприятие «Массовый чай», которое построили, ну, честно говоря, в рекордные сроки. То есть через полгода они уже приступили к выпуску продукции. И сейчас значительная часть машинокомплектов МАЗ, она снабжается уже моторами VCI Power, но сделаны в Беларуси. На начальном этапе, когда проходила апробация испытаний, это были китайские двигатели внутреннего сгорания. Уже плюс, то есть уход от российского производителя, причем в том числе благодаря промышленной кооперации между белорусскими и украинскими производителями. Потому что не было бы этой кооперации, не было бы требований украинской стороны, но с китайским производителем, по крайней мере, белорусы, они разговаривали еще достаточно долго. Так, есть необходимость, есть нужда и есть конкретные объемы. Двигатели внутреннего сгорания, которые выпускаются на новом производстве, уже поставляют на Минский автомобильный завод. Строится новый совместный завод МАЗа и корпорации VCI по выпуску коробок передач. Почему я говорю о конкретных объемах? Речь идет, естественно, не о всей технике МАЗ, хотя если смотреть статистику 2019 года, МАЗ уверенно держит 17% на рынке грузовых автомобилей по отдельным категориям, доводя до 40% свою долю, по коммунальной технике более 60%. Но даже если мы берем только военную технику, чем это интересно? Во-первых, это реальное испытание в стрессовых условиях двигателей, это возможность модификации, это сбор информации как раз-таки об экстремальных условиях, что делает твою технику при наличии анализа намного сильнее, лучше, если ты учитываешь ошибки. А второе, это возможность выхода на рынки третьих государств, потому что военная техника, которая реально воюет, она востребована, потому что по ней есть статистика. Итак, почему VCI Power и почему Министерство обороны Украины? Дело в том, что если мы посмотрим на автомобильный парк Украины, то по большому счету, это было озвучено еще, если не ошибаюсь, в 2018 году, замене подлежат, плановой замене, около 20 тысяч единиц автомобильной техники. Из них примерно 12 тысяч приходится на грузовые автомобили. Теперь давайте послушаем. 12 тысяч, то есть это огромный объем для любого нормального завода. Пусть это будет происходить на протяжении 5, даже 10 лет, то есть это хороший объем, за который надо зацепиться. И естественно, что учитывая близость Украины, МАЗ из кожи вон лезет, чтобы зацепиться. И естественно, учитывая, если можно так сказать, позиции украинской стороны о том, что сборка должна быть у нас, но почему бы нет? Да, они реализовали это на компании, связанной с Порошенко, но суть не в этом, потому что, например, Варта, она реализуется на другой компании. Суть в другом. Белорусский военпром также требует информации о том, насколько те или иные технические решения обоснованы и насколько они эффективны в условиях реальных боевых действий. То есть Украина, я прошу прощения за цинизм, но с точки зрения военной промышленности это большой испытательный полигон. И, соответственно, реализуя определенное техническое решение, исправляя ошибки, ты делаешь свою технику лучше. Вопрос в другом. Вопрос в том, что пока что это первый шаг. Этот первый шаг он сделан по организации сборки на территории Украины. Но на этом можно было бы остановиться, если бы еще не одно но. И вот тут как раз таки это возможность как для Беларуси, так и для Украины. Это возможность технической кооперации для выхода на рынки третьих стран. О чем в принципе говорили и премьеры, и президенты во время форума регионов. Почему это важно? Потому что и белорусский, и украинский рынок, они ограничены. Но давайте посмотрим. Затребованность дешевой, но надежной, даже военной техники, просто автомобилей. Страны Африки. То есть мы берем Судан, Эфиопия, Южный Судан, Кения, Ливия, Алжир, Марокко, Центральноафриканская республика, Южноафриканская республика и так далее и тому подобное. То есть это огромный, просто колоссальный рынок. По отдельности Беларусь имеет определенный опыт либо специальной техники, это МЗКТ, либо гражданской техники, это МАЗ. А Украина, получается, покупая шасси МАЗа, имеет колоссальные уже наработки, как из этого шасси сделать военную конфетку. Ну, пусть не совсем конфетку, но как бы там ни было, удобоваримую и хорошую технику. Это значит, что следующим этапом при нормальном подходе двух государств, потому что поскольку это СП, тут должны работать оба государства, должно быть продвижение этой техники на рынке других стран. Причем в данном случае получать свою прибыль, получать свои бонусы будет как Киев, так и Минск. То есть Киев как реализатор финального изделия, то есть как бы там ни было, но все то, что стоит на шасси, это разработки Украины. Минск получает как продавец шасси. Это уже плюс. То есть тут можно даже говорить о организации сборки на рынке третьих государств. Второй этап – техническое сотрудничество. То есть есть определенный технический момент, технические наработки, которые имеет каждое государство.
Создание СП – это уже обмен технологиями, когда на белорусские технологии накладываются украинские. Вопрос в том, насколько это организовано с точки зрения обмена технологиями, в том числе, чтобы украинская сторона имела право использовать белорусские наработки, белорусские, украинские. Это уже большой плюс. Причем, если говорить о совместной работе, такие наработки были. То есть я хочу напомнить противотанковый ракетный комплекс «Стугна». Он же в Беларуси это «Шершень», который, в принципе, достаточно, его украинская модификация достаточно активно используется, в том числе на Донбассе, и она реально эффективна против российских танков. В чем суть этого ракета в этом комплексе? Украинской разработки, система наведения белорусской. Дальше это так случилось удивительным образом, что оба государства начали производство его уже под своим именем. То есть, будем считать, что случайно, об этом уже говорил, что украинцы нашли определенную техническую документацию где-то под столом на систему наведения, белорусы нашли где-то под столом техническую документацию на ракеты. Знаете, совпадения бывают. То есть это еще дополнительный элемент. Например, та же самая Варта. Да, сейчас идут в том числе скандалы. С одной стороны, они связаны с тем, как происходили закупки Министерства обороны. С другой стороны, очень надеюсь, что они пойдут как раз-таки в сторону оценки качества, цены и качества. Потому что, например, Министерство обороны перед Новым годом сделало прекрасный, как бы сказать, эксперимент, когда ключевые производители броневиков были приглашены на то, чтобы все броневики прошли конкурсные испытания одновременно. То есть и Варт, и Казак, и другие. И в принципе они это делали, то есть в экстремальных условиях гоняли, в том числе по болотам, и Варта показала себя неплохо. Кстати, наработки по Варте, они уже использованы в новых бронеавтомобилях Беларуси. То есть если посмотреть на экспозицию Малекс 2019, то очень знакомые очертания, очень знакомые технические решения. То есть для Беларуси это уже выгодно, для Украины тоже. То есть это то, с чем надо работать. Еще один элемент, еще один очень простой элемент, это дальнейшее развитие сотрудничества. То есть учитывая определенные пикировки и на российском фронте, учитывая то, что, например, белорусский Госвоенпром, если еще 5 лет назад более чем на 80% зависел от российского рынка, и позиция Российской Федерации была направлена на то, чтобы Беларусь производила, условно говоря, полуфабрикаты, окончательная сборка изделий проходила на территории России, то статистика за 2019 год уже показывает, что на долю России приходится всего лишь 26%. То есть нашли альтернативные рынки, и это хорошо. Но есть определенные наработки, по которым еще можно сотрудничать. Например, Беларусь испытала не так давно управляемую ракету для ЗРК БУК, причем Беларусь не имела технологии разработки ракет на твердотопливных элементах, и вдруг они появились. Причем ракета получилась достаточно неплохая, судя по тому, что произошло, как прошли разработки. Я не исключаю, что источником таких технологий могла стать либо Китайская Народная Республика, либо Украина. Но по большому счету больше ни с кем из владельцев такой технологической базы Беларусь не работала. И в том и другом случае это уже плюс. С другой стороны, Украина успешно использовала и начала производство колесного шасси для ракеты Альха. Прошу прощения, русские пытались сделать платформу О, ничего не получилось. Минский МЗКТ входит в десятку лидеров производства колесных шасси для специальной техники, в том числе для вооружения. Как бы там ни было, Украине с нуля получилось. Но тоже будем считать, что это исключительно, заслуга украинских инженеров. То есть о том, о чем правительство не признается, мы будем говорить, что это совпадение. Итак, это заслуга исключительно украинских инженеров. То есть, с одной стороны, есть успехи белорусов, с другой стороны, есть успехи украинцев. Есть следующий элемент. Беларусь активно допиливает ракету М-20. Это она же китайская ракета Дэнфэнь-12, то есть ракета, которая способна поражать цели на расстоянии до 600 километров. До 500 километров, прошу прощения. Эта ракета была разработана в экспортном варианте в 2011 году китайской стороной, причем China Aerospace Corporation. Это те основные партнеры Беларуси в военно-промышленном комплексе. Без проблем сейчас пытаются допилить, чтобы использовать ее дальше в РСЗО Полонез, потому что там интересная система, что сами ракеты, они загружаются не в направляющие, то есть они загружаются, скажем так, в одноразовые контейнеры, которые после отстрела ракет меняются, то есть ускоряется система перезарядки, как бы там ни было. То есть можно стрелять разнокалиберными ракетами, можно производить запуски. И эта ракета дорабатывается. Соответственно, у Украины есть определенные наработки в ракетной технике. Лукашенко говорил на форуме регионов о том, что ракеты нам интересны. Я думаю, ежику понятно, что разговор шел не о мирном космосе, потому что, в
принципе, Беларусь реализует космическую программу с Китаем, учитывая, что российские ракеты не летают. Соответственно, речь идет о совсем других наработках. То есть это то, в чем государства могут работать. Другой вопрос, чтобы это был баланс, чтобы это было интересы двух сторон, раз, и чтобы, как говорится, третья сторона про это не слишком узнавала много подробностей, потому что третья сторона это чаще всего либо как Российская Федерация, так и другие государства. Тут как раз-таки в том числе проблемы взаимного доверия. Это оставим в стороне по работе для контрразведок двух стран. Как бы там ни было, если мы оценим историю 14, 15, 16, 17, 18 годов, то по большому счету надо отдать должное как одной стороне, так и другой, то несмотря на наличие взаимодействия, большой почвы для анализа, например, в Российской Федерация так не получила. То есть определенный уровень хранения секретов, слава богу, сохранили. Поэтому, не знаю, порадоваться либо не порадоваться. Как бы там ни было, сегодня можно говорить, что по результатам 2019 года основная часть колес украинской армии, она имеет белорусские корни. То есть основная часть колес вооруженных сил, которые противодействуют российской агрессии, прошу прощения, имеет белорусские корни. Это может быть плюсом, для кого-то может быть минусом, но это уже факт. Есть перспективы дальнейшего роста сотрудничества, это уже тоже факт. Вопрос, каким образом сделать, чтобы это сотрудничество было выгодно обоим странам, и чтобы это сотрудничество было устойчивым и не зависело как от коррупционных, так и от других рисков. И на этом у меня по данной теме все. И для моих подписчиков я прошу в комментариях отметить. Есть, соответственно, то, о чем я упоминал. Есть интерес провести сравнительные характеристики РСЗО «Полонез» с ракетным комплексом Альха-2, почему бы нет. А также есть интерес поговорить о том, как Беларусь выходит на рынок автомобильной техники в Украине, потому что тут достаточно интересно есть схемы обхода, в том числе и Прозора, и схемы лоббирования своих интересов, которые, кстати, Украина может применить, в том числе для выхода на другие рынки. Потому что, условно говоря, я просто закину такую маленькую удочку, есть такая вещь, как компенсация премии контрагенту, которая идет из белорусского бюджета белорусскому продавцу в случае экспортной операции. Я думаю, не надо украинцам объяснять, что такое премия контрагента в Украине. Это тоже один из элементов, о которых можно поговорить. Если данная тема интересна, отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. А также подписывайтесь на мой канал, обсуждайте, спорьте, в спорах рождается истина. И, естественно, подписывайтесь на меня на Патреоне. Там подписка платная. Она меня, во-первых, стимулирует создавать все новые и новые ролики. И я думаю, что, по крайней мере, по военной технике и частично по гражданской это оформлю в текст. И текст будет через недельки-две доступен только моим подписчикам на Патреоне. До официальной публикации на каких-то общедоступных ресурсах, возможно, белорусских. На этом у меня все. Всего вам доброго, радости, счастья, улыбок. Еще раз. До новых встреч и подписывайтесь на мой канал. Буду рад вас видеть в качестве своих зрителей. Всего наилучшего.